И одна из награжденных, Ольга Киргенекова, уникальный представитель своей отрасли. Ей уже 80, а она ходит на работу и управляет единственным в республике леспромхозом. Жительница села Арбаты не желает бросать свой коллектив, да и они ее не отпускают. О роли личности в истории одного предприятия репортаж Марины Канадаковой. А с этого что у тебя выйдет? 2 бруса на 15. На 15 выйдет, да? Доски. Знать все, что творится на своем предприятии – закон для настоящего руководителя. Формально Ольга Петровна Киргенекова – заместитель директора, но для коллектива и для всего Таштыбского района именно она – первое лицо Хакасского леспромхоза. Ей уже 80, но каждый день она приходит на работу, ставит новые задачи и ведет предприятие вперед. Насколько вообще тяжело вот это хозяйство содержать? Очень дорого. Если платишь все налоги, если ты работаешь так, как надо, не все выдерживают. Держать средние цены на пиломатериал и платить зарплату по-белому возможно, если честно относиться к своим людям. В леспромхозе работает полсотни местных жителей, и те, кто занят на льготных профессиях, трактористы, чекировщики, вальщики, имеют возможность выйти на пенсию раньше. Для этого работодатель делает необходимые отчисления. На единственном в Хакасии леспромхозе как будто остановилось время. Частники, они работают на себя. Они работают на себя, а мы предприятие. И Ольга Петровна, она у нас человек такой, она работает не для себя, она работает для людей. Если Ольга Петровна уйдет, Хакасского леспромхоза не будет. Все так говорят. Она вот держит леспромхоз. Без нее его просто не будет. Заслужив почет и уважение, Ольга Петровна не раз задумывалась уйти на покой, но коллектив просит поработать еще. Доверие появилось с самого начала, когда она только возглавила предприятие. После развала советской экономики в упадок пришли все леспромхозы республики. Повезло лишь Арбатскому сельсовету и с Ольгой Петровной, и с людьми. Мы выживали с помощью людей. Люди тоже хотели, чтобы была деревня, чтобы люди могли стабильно, чтобы завтрашний день смотрели. Это самый главный стимул был. Сегодня леспромхоз – первая поддержка в трудную минуту. Он обеспечивает сельчан дровами и пиломатериалом, поддерживает семьи участников спецоперации, а также перечисляет деньги в фонд помощи защитникам Донбасса. Поэтому о благополучии предприятия переживают все арбаты, потому что знают, без него жизнь станет совсем другой. Марина Канадакова, Арсений Симонов, Вести Хакасия.